Вас приветствует информационная служба. Канал «Новый век», в студии Юлия Шмидт. И сегодня в выпуске смотрите. Тува повышает демографию. Только в январе в Кызыле родились 10 пар двойняшек. Чтобы сесть за парты, в сентябре документы несут в школу уже сейчас. В республике в разгаре запись в первые классы. Деятельность коллекторов в регионе будет находиться под контролем службы судебных приставов. Участник вокального конкурса «Новая звезда» Александр Кулар решил снова покорить федеральное ТВ. И не зря. И более подробно о главных событиях выпуска. Около 4000 детей, по прогнозам регионального министерства образования, сядут за парты в этом году. Запись в первые классы началась 1 февраля и сейчас в самом разгаре. Это первый этап подачи документов, но большинство родителей хотят сделать это как можно быстрее. Хотя Министерство образования уверяет, мест в школах хватит. Подробнее Анастасия Маслова. Вот так в некоторых регионах началась запись первого класса. Родители штурмуют учебные заведения, забывая о приличиях. Хаос и неразбериха. В Туве родители тоже иногда занимали очередь с раннего утра, беспокоясь о том, что для их ребенка места не хватит. В Министерстве образования говорят, ажиотажа искусственно создавать не стоит. В первые классы пойдут все, кто должен. Родители никак не могут успокоиться и осознать, что в любом случае их дети сядут в первом классе за парту. Я могу привести пример. Да, количество детей увеличивается, первоклассников с каждым годом, но тем не менее, если, например, мы в 2015 году посадили за парту 3200 детей, то в прошлом уже, в 2016 году, в первые классы у нас пришло 3700 детей. Тем не менее, они все сели за парту, в том числе и в городе Кызыле. Мне кажется, что и в этом году родителям нужно быть просто мудрее и успокоиться. Небольшая очередь в холле. Родители спокойно ожидают, когда их пригласят в кабинет, где работает приемная комиссия. Документы на зачисление в 15-м лицее принимают по пятницам во второй половине дня. В образовательном учреждении для удобства родителей разработали специальную систему. Запись в первые классы производится по месту регистрации. Существует постановление мэра о распределении микрорайонов. И, соответственно, мы установили график, опять-таки для удобства родителям, по адресам. Родители подходят, чтобы не было ажиотажа, больших очередей, и работаем в доброжелательной атмосфере. Самое главное, чтобы было наличие всех документов, и тогда проблем никаких с записью не будет. Подать заявку можно и через интернет. Электронная запись работает, но пользуются такой возможностью немногие. Они могут направить свое заявление на сайт образовательной организации директору школы, и в течение некоторого времени директор школы также им даст ответ по указанному электронному адресу, принят их ребенок или нет, и будет дано предложение, в какое время удобно подойти, чтобы оформить все документы. Сейчас идет первый этап записи, и в первую очередь зачисляются дети, прописанные или проживающие в микрорайоне, закрепленном за данной школой. Второй этап начнется в августе, и он в основном для тех, кто хотел бы учиться в данной школе, но за ней не закреплен. Тем не менее, в сентябре за парты сядут все первоклассники, еще раз уверили в Минобре, несмотря на то, что в этом году ожидается, что в школу пойдут еще больше детей. Анастасия Маслова, Буяна Аюн, Алексей Филиппов, телекомпания «Новый век». Численность населения Тувы на 1 января 2016 года составила свыше 300 тысяч человек. Больше процент от общего количества составляют женщины. Что касается Кызыла, то здесь проживает более 110 тысяч человек. Отмечается, что на начало прошлого года средний возраст населения столицы составил 31 год. Особенно ярко демографическую ситуацию в нашем регионе демонстрируют показатели рождаемости с начала нового года 2017 года. Только в январе в Кызыле родились 10 пар двойняшек. Все подробности далее. В перинатальном центре Тувы начало этого года ознаменовалось настоящим бэби-бумом близнецов. Всего за 1,5 месяца здесь родились целых 10 пар двойняшек и даже одна тройня. Медики, уже привыкшие к появлению двойняшек, до сих пор под впечатлением. Появление на свет тройни – событие в акушерской практике очень редкое. На моей памяти, значит, у нас это 3-й случай рождения по республике тройняшек. Первая тройня у нас родилась после долгого перерыва в 2007 году, потом в 2014 году и вот сейчас в 2017 году родилась.
Всего по республике с начала 2017 года на свет появились свыше 700 малышей. Первая двойня родилась 1 января, а тройняшки-девочки – 10 февраля. Врачи отмечают, что с каждым годом количество близнецов в нашей республике растет. По сравнению, допустим, 3-4 года назад там в пределах 45-50, сейчас это уже 60 пар в год рождается. Конечно, сложно сказать, почему такое идет. Если мы возьмем Россию, Российскую Федерацию, там, конечно, это больше связано с тем, что дети рождаются после ЭКО. У нас доля ЭКО незначительная, в основном все и двойняшки, и вот эта тройня, они родились естественно. Ну так, скажем, зачатие произошло естественным путем, без какого-то вмешательства. Ну, видимо, какие-то жизнь убыстряется. В этот торжественный день мэрия города Кызыла желает вам крепкого здоровья, хорошего настроения, вам и вашим родным и близким. Поздравления по случаю 90-го дня рождения принимает Арестова Евдокия Ермиловна. Пожилая женщина входит в число долгожителей Тувы. 27 января отметила юбилей. Труженица тыла и ветеран образования к своему 90-летию сохранила ясность ума и большой запас оптимизма. Секрет долголетия заключается в чем? Я даже и молодым всегда так говорю, кто ко мне приходит на беседу или в разговоре, где, что первое – умейте поднимать себе настроение без алкоголя, без наркотиков, без всяких вредных привычек. И умейте создавать свое окружение и в семье с родными, и близкими, и родственниками, и с чужими людьми, чтобы только жить дружно, любить друг друга, советы давать только хорошие, не портить людям настроение и нервную систему берегите. Как нам рассказали в Управлении Федеральной службы статистики, численность населения Тувы на 1 января 2016 года 315 637 человек. От 0 до 50 лет включительно составляет свыше 250 тысяч человек. От 50 и старше – около 55 тысяч. Средний возраст населения республики с начала 2016 года составил 29 лет, что является самым низким показателем по всем субъектам Сибирского федерального округа. Что касается Кызыла, по состоянию на 1 января прошлого года численность населения составила 115 871 человек. До 50 лет в столице проживает 95 тысяч человек, старше 50 лет – 54,5 тысяч. Отмечается, что на начало прошлого года средний возраст населения столицы составил 31 год. Чинчик Кашпукол, Алексей Филиппов, Буяна Юн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век». И о новостях экономики. В Туве на развитие сельскохозяйственной кооперации в 2016 году было направлено в общей сложности 45 миллионов 279 тысяч рублей. Итоги выполнения целевой программы господдержки сельских потребительских кооперативов подвели в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В рамках данной программы финансовая помощь была оказана 9 кооперативам и одному потребительскому обществу, которые прошли конкурсный отбор. Гранты, размер которых составлял от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей, получили в частности кооперативы, которые занимают картофелеводство, сельхозпродукцией, переработкой молока. Поддержка аграриям была оказана на условиях встречного финансирования. Чтобы стать участниками программы, они должны обеспечить 40% от стоимости своего проекта. По информации Минсельхозпрода Тувы, на эти средства планируется приобрести оборудование и технику для производственных объектов, специализированный транспорт для транспортировки готовой продукции. Кроме того, более 14 миллионов рублей будет вложено в строительство и реконструкцию рынков, ферм и цехов. На реализацию каждого из проектов по условиям конкурсного соглашения хозяйствам отводится 18 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет. Министерство финансов страны предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку и коньяк в России до 205 рублей и 371 рубля. Соответственно, за бутылку объемом 0,5 литров. Об этом сообщает РИА Новости. В соответствии с расчетами Минфина минимальная отпускная цена на водку и коньяк у производителей может составить 173 и 314 рублей за бутылку соответственно. А у оптовиков 178 и 323 рубля.
Ранее Минфин предложил увеличить в 2017 году минимальную розничную цену на водку на 15% до 219 рублей за бутылку. Предложение было связано с выросшим с 1 января акцизом на крепкий алкоголь. Напомню, российские власти повышали минимальную розничную цену на водку в середине 2016 года, когда она выросла со 185 рублей за пол-литра до 190 за бутылку. Цена коньяка при этом оставалась неизменной. И о курсах валют. По данным на 13 февраля евро оценивается в 62 рубля 68 копеек, доллар стоит 58 рублей 85 копеек. Деятельность коллекторов в Туве будет находиться под контролем службы судебных приставов. С 1 января текущего года вступил в силу закон, защищающий должников от деятельности недобросовестных коллекторов. Кроме того, с нового года на деятельность коллекторов наложен ряд жестких ограничений. Она стала регламентированной. Каждый желающий собственник организации может обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Тува и подать заявление о включении его в реестр Федеральной службы судебных приставов России. В законе также определены критерии, под которые попадают коллекторские организации, профессионально занимающиеся взысканием долгов, а именно значительный уставной капитал, отсутствие судимости, соблюдение порядка общения с гражданами. Также в законе определен значительный список документов, которые коллекторская организация должна предоставить, чтобы ее включили в данный реестр. Те, кому отказали, не имеют права заниматься коллекторской деятельностью. Кроме того, за правонарушение агентства могут быть исключены из реестра, и они будут снова включены только после истечения 3 последующих после нарушения лет. Далее наш эфир продолжит ежедневная рубрика «Новости короткой строкой». С 23 по 27 февраля в дни подготовки и проведения Кшага и Масленицы, а также в День защитника Отечества в Кызыле запрещена продажа спиртных напитков, в том числе пива. Запрет касается всех торговых точек, магазинов, киосков и павильонов. За исполнением постановления будут следить сотрудники полиции Кызыла, которые совместно со специалистами мэрии будут проводить в праздничные дни проверки торговых объектов. В связи с сильными морозами организаторы городского турнира по биатлону решили перенести соревнования на 24 февраля. Место проведения – Национальный парк Тувы. Соревнование посвящено Дню защитника Отечества и проводится среди сотрудников силовых структур, любителей лыжного спорта, студентов и школьников. Забег будет проводиться в виде спринта на дистанции 3,2 километра. Социальное такси предоставляет услугу специального транспортного обслуживания как дополнительную меру социальной поддержки отдельным категориям граждан, в частности, жителям Кызыла, левобережных и правобережных дачных обществ и ПГТ Кахи. Граждане могут совершить поездку с использованием транспорта, оборудованного подъемником для имеющих ограничения способности к передвижению. Заказы принимаются в райцентре «Поддержка». В Кызыле завершился процесс передачи одной из муниципальных услуг, оказываемых населению, выдачи справок жителям частных домов. Эту услугу с 1 февраля предоставляет многофункциональный центр. Это такие справки, как состав семьи, нахождение на иждивении, выписка из домовой книги и другие. Теперь жителям частного сектора необходимо обращаться за справками в МФЦ по адресу улица Кичевова, 7Б. Русское географическое общество объявляет конкурс на участие в профильных сменах федеральных детских центров «Смена», «Орленок», «Океан», «Артек» в 2017 году с выделением квот в количестве 1000 путевок. Участники смен – дети от 10 до 17 лет, интересующиеся географией. Победителям конкурса на безвозмездной основе предоставляется путевка в один из детских центров «Смена», «Орленок», «Океан» и «Артек». Участник вокального конкурса «Новая звезда» Александр Кулар решил снова завоевать федеральное ТВ. Александр Кулар известен по участию в телепроекте «Новая звезда», где он вышел в финал с хорошей поддержкой телевизионной аудитории. На этот раз певец появился на сцене уже вместе со своей сестрой Зоей, которая аккомпанировала ему на дунгуре. Они представили экспериментальную версию английской песни в стиле горлового пения. Сергей Светлаков сразу признал в Александре КВНщика из Руден. По его мнению, новые форматы горлового пения нужны для привлечения молодежи к этому народному искусству. Я почему проголосовал за? Потому что это поиск для того, чтобы старые формы приобретали новые. Давление.
Молодежь в таком виде готова слушать. Александр Кулар прошел следующий этап проекта «Минута славы». 2 голоса членов жюри Сергея Светлакова и Ренаты Литвиновой «за» и 2 голоса Владимира Познера и Сергея Юрского «против». Так оценили выступление брата и сестры Александра и Зои Куларов на проекте «Минута славы». Владимир Познер посчитал, что аутичная форма исполнения намного интереснее, а Сергею Юрскому больше понравились голосовые экзерцисы группы, которая выступала на проекте ранее. За брата и сестру искренне болел ведущий Михаил Боярский. И после того, как подкинутая монета упала синей стороной, облегченно вздохнул «Вы в проекте» и пожелал успехов. Впереди реклама, после чего мы вернемся к выпуску новостей. Уважаемые потребители АО «ТыВа Энергосбыт», оплатить за электроэнергию, произвести сверку и передать показания прибора учета можно, не выходя из дома. Для этого необходимо воспользоваться личным кабинетом на сайте АО «ТыВа Энергосбыт». На главной странице сайта выберите вкладку «Личный кабинет потребителя». В предлагаемых полях введите номер лицевого счета и фамилию абонента. Далее вам откроется информация о начислениях и оплатах по вашему лицевому счету. Оплатить за потребленную электроэнергию можно через любую из предложенных ниже платежных систем. Справки по телефону 560 87. Компания «Геотех». Недвижимость по всем правилам. Работаем с любыми объектами недвижимости. От маленькой дачи до линейных объектов. 8 923 219 99 11. Кочетова, 93, 3 этаж. 15 февраля в филармонии мега-шоу «Цирк Империя». В программе дрессированные экзотические животные, кенгуру, 3-метровый питон, альбинос, озорная кавказская обезьянка, воздушные гимнасты и акробаты, лауреаты международных премий и многое другое. Билеты в кассе филармонии. Приглашаем вас за подарками к празднику Шага. Выставка-продажа самоцветов и изделий из натурального камня. С 10 по 19 февраля в Национальном музее. – 18 февраля в 18 часов в Тувинской государственной филармонии имени Халилова состоится юбилейный концерт барабанщика группы «Ядха» Евгения Ткачева. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как будет называться ваш концерт? Я знаю, что название очень интересное. Да. Ну, концерт – это как бы итог такой к 60 годам. И будет так и называться. «Ой, мороз, мороз, 60 меня». Кто придумал название? Ну, это мы, да, с Кувезиным. Вы коллективно, да? Да, он и я. Такой коллектив. Я первую строчку, а он остальное. Что интересного будет на концерте? Каких гостей вы, может быть, ждете из Исаяна? Да. Там соберутся мои друзья, с которыми мы, в общем, прошли одну историю, такую насыщенную, начиная с начала 90-х годов. Кто-то там переключился, кто-то отключился. И вот нашли люди, взяли себя в руки, взяли гитару и продолжили свое вот, Сколько лет вы уже именно в группе «Ядха»? Ну, это с 93-го года началось все это. Тогда мы были молодыми. А как вы вообще решили стать барабанщиком? Да я как бы не решал, как бы с пионерского отряда там, барабанил. Ну, если музыкальное образование, это музыкальная школа, и потом наше училище музыкальное, Кызыльское. И все, там симфонический оркестр, ну, такие вехи, Патефон дальше, группа «Азия», кто помнит, «Биосинтез». И, ну, вот, собственно, «Ядха» в Москве уже дальше все это развернулось. Так, коротко, если. У барабанщика вообще есть свой успех? Вообще, каким он должен быть? Громче барабанить? Ну, как громче? Душевнее, можно так сказать. Но мне так нравится.
Кому-то нравится громче, кому-то там быстрее. Ну, каждый по-своему, свой стиль. И нету такого, чтобы вот так надо барабанить или так на гитаре играть. Вот кому как нравится, так и пусть играет. И никого не слушает. Просто вот тогда и будешь самим собой, ни под кого не под это подстраиваться. Расскажите, как вы готовитесь к концерту? Да, собственно, вся жизнь, она как бы выливается в концерт. Тут нету подготовки, что вот. Ну, если давно, допустим, не играл на гитаре, то есть желательно, конечно, поиграть перед концертом. Ну и все. Ну, допустим, даже и не репетируем, с Итхой. Просто собрались там, ну что там, течет, и все, поехали. Когда уже чувствуешь друг друга, ну, вот главное чувство, когда вот люди сыгранные, чувствуют. Ну и отношения должны быть тоже между музыкантами, мне кажется, такие семейные. У вас гастрольный тур насыщенный? Да, ну да. Часто давно мы выезжаете за пределы? Нет, вообще вот сейчас уже не часто. Ну где Ну, вы были? Вот, сейчас. как встречают вас? Ну, хорошо встречают, давно-давно. Сейчас в основном у нас Сибирь. Очень много друзей новых в Сибири, в Иркутске, в Новосибирске, ну, в Москве, в Питере. И везде уже ждут. И вот сейчас вот будет, значит, Абакан потом, Новосибирск, Барнаул, Академгородок Новосибирский, Москва, Питер, Нижний Новгород и заканчиваем в Красноярске. 4 марта вот будет, на Серебряном дожде. Вот такой после. Какая у нас концертная программа? Ну, разная. Здесь Звезды вот, тувинской здесь эстрады вот много будут. местных музыкантов будет в концерте участвовать. Ну, на афише были там Сайлык, Сокольников Серега, группа Хара из Абакана, Хартыга и Эдха основные там. И там еще будут всякие сюрпризы, участники, вот местные музыканты. Вечер обещает быть интересным. Да, мне кажется, должно быть. Ну, с группой Итха он не может быть неинтересным. А вы сегодня к нам пришли не один, у вас есть замечательный... Да, это вот мой новый инструмент. Да. Ну, относительно новый. Бубен, да? Бубен. Шаманский. Шаманский бубен. Можете что-то сыграть? Нам бы в транс не войти. Бубен делал мастер Геннадий Чендрин, ну, знаете, Гиндос наш, который, к сожалению, уже нет с нами. Вот это его рук дело. Вы часто пользуетесь бубном этим? Ну, вот сейчас все чаще и чаще. На концертах как бы последняя моя любовь. Вот взял, и у костра можно, и даже вот и микрофонов, не обязательно микрофонов. Все. Интересно. Тоже будет на концерте использоваться, вот. Надеюсь. А как, расскажите, пожалуйста, Евгений, как вы будни проводите? Вы, наверное, очень много занимаетесь и готовитесь вот, к различным мероприятиям. Да по-разному, где жизнь застанет, что надо делать, то и делаю. Если есть время заниматься, занимаюсь. Ну, сейчас много у меня времени свободного, я на пенсии, так что в избушке никто не мешает. Там у меня бубен, гитара, все, баня, прогулки. Ну и готовитесь к концертам, да? Ну, просто занимаюсь музыкой, мне это нравится процесс. А в каких вы еще мероприятиях участвуете? Вот какие-то музыкальные, может быть, вот сибирские? Ну, вот у меня много сейчас друзей вот, в Новосибирске, в Иркутске. Мне вот нравятся эти города, разные друзья. Я частенько время свободное поехал, допустим, в Новосибирск, там взял бубен, джемби, этот африканский барабан. Там с кем-то позаписываться, поиграть. Сейчас эти модные квартирники. Квартирники, что это такое? Ну, когда на квартире собираются музыканты, и вот просто джем сейшн, как вот называется, там импровизация, общение, там
И даже клубы такие есть нормальные, уже вот ночные там. Молодежь приобщается? Конечно, очень много. Вот мне вот, что вот нравится в Сибири, это вообще очень много молодежи, которые вот нормально, по-моему, думают. Ну, вам можно, я думаю, что уже даже мастер-классы показывать. Тем более у вас Не, есть ну кто интересуется, ко мне подходит, я без всяких вопросов. Вы учите, да? Главное видеть, что человеку это нужно, что ему нравится, а я барабанить с утра до вечера могу. Так что, если пожелаете, приходите. А, Евгений, у вас есть прекрасная возможность пригласить горожан на свой концерт. Да, я воспользуюсь еще возможностью и хочу выразить благодарность людям, которые организовали этот концерт, организовали сбор музыкантов, разместить там, ну и так далее. Это вот наш Тувинский рок-клуб, и вот телекомпания «Новый век» и радио «Голос Азии». Большое им спасибо. Ну, приходите на концерт все, будет интересно, мне кажется. Даже я сам не знаю, что там еще может быть. Мне даже самому интересно. Вместе узнаем, что там произойдет. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Евгений Ткачев сегодня был у нас в студии, барабанщик группы «Ядха». Ну а мы продолжаем наш эфир. Полицейские Тувы провели первенство по лыжным гонкам. В минувшие выходные на лыжной трассе станции «Тайга» встретились представители различных подразделений МВД с тем, чтобы определить сильнейших спортсменов в данном виде спорта. Победителям первенства предстоит принять участие в городских и республиканских соревнованиях. Кроме того, призеры и чемпионы данного состязания войдут в команду сборную МВД по республике и будут защищать честь министерства на первенстве «Динамо» по данному виду спорта. В скорости и выносливости в этом году состязались более 20 человек, в том числе ветераны МВД. Трасса очень хорошая, лыжи катили хорошо. Ну, неделю раз-два вот выхожу, бегаю. Конечно, форму поддерживаю, надо поддерживать, независимо от возраста. Соревнования были проведены в различных возрастных категориях. Мужчины участвовали в забеге на дистанции в 5 километров. Женщины, для которых был организован отдельный забег, должны были преодолеть расстояние в 3 километра. Во время соревнований погода благоприятствовала спортсменам, было тепло и солнечно. Участники во время состязания преодолевали подъемы и длинные спуски, с легкостью входили в повороты. Победителей и призеров первенства наградили медалями и грамотами. За 3-е место награждается Акинчиц Екатерина, УГИБДД. Ну а сейчас настало время прогноза погоды. Узнаем, что же нам прогнозируют синоптики. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. В студии Ксения Перумова. Завтра, 14 февраля, отмечается День всех влюбленных, известный также как День Святого Валентина. В этот зимний день принято объясняться в любви, дарить валентинки, приглашать вторую половинку на свидание и готовить сюрпризы. А какие сюрпризы приготовила нам погода? Об этом мы узнаем чуть позже. Для начала немного о нашем партнере. Магазин «Медтехника» предлагает широкий ассортимент солевых ламп, которые благотворно влияют на здоровье, а также укрепляют иммунитет, повышают жизненный тонус и придают особое очарование любому интерьеру. Приходите на Калинина 3/3 и сами все увидите. Магазин «Медтехника». У нас вы найдете все, что поможет поддержать ваше здоровье в домашних условиях. Массажеры, ингаляторы, кварц, солевые лампы, лампы Чижевского. Также в наличии медицинская одежда и аксессуары. Халаты, перчатки, шапочки, маски, чехлы на фонендоскопы и многое другое. Калинина 3/3. Магазин «Медтехника». Будьте здоровы! Ну а теперь о погоде на предстоящие сутки. Утром за окном минус 24 градуса, днем будет малооблачно и безветренно. Минус 21 градус ниже нуля. Вечером и ночью столбик термометра опустится до минус 23. Геомагнитное поле спокойное, влажность воздуха 94%, атмосферное давление 713 мм ртутного столба. На этом все. Приятного вам вечера, будьте здоровы и до встречи. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорых встреч.
В новом номере еженедельника Тува ТВ читайте. Откуда пошла традиция отмечать Шага в Туве? Внимательно изучите способы отъема денег мошенниками доверчивых людей, чтобы избежать неприятностей. Электронный полис ОСАГО. Что это и как его получить? Внимание! Продолжается фотоконкурс с фитнес-клубом «Фитнес-джим». Первый недельный победитель. А также курс финансовой грамотности, тибетский календарь, погода, тест, сканворд, гороскоп, анекдоты, результаты розыгрышей лотерей, ТВ-программа, недвижимость в отдельном блоке и огромное количество объявлений. Если объявления, то Тува ТВ.